Эти золотистые поля, раскинувшиеся в сельском поселении Яндари, находятся в собственности государственного унитарного предприятия «Магаз». Состояние посева на 250 гектарах озимой пшеницы, а именно качество всходов и на наличие болезней, проверяет Министерство сельского хозяйства во главе с Баширом Гагиевым. Высота, полос, смотри, число зерен. Это еще не полный анализ, но при уборке уже будет видно, когда мы начнем биологическую урожайность определять, удастся. А так, на сегодняшний день состояние зерновых в хорошем состоянии, рассчитываем получить нормальный урожай. Пройдя 500 метров дальше, видны озимы КФХ Хашагульгова. Пшеницу высадили на более 130 гектарах всходами. Амирхан Хашагульгов доволен, благоволит процессу и погода. Проливные дожди только поспособствовали урожаю. Крестьянско-фермерское хозяйство Амирхана Хашагульгова – это еще и 100 гектаров, отведенных под посев картофеля от общей площади 250 га. Выращивают клубневые 5 сортов. 3 из них считаются элитными, например, Red Lady. Амирхан Хашагульгов получил средства в рамках субсидирования на овощное картофельное производство. Министр сельского хозяйства предложил аграрию поторопиться с документами и для предоставления ему субсидий для закупки элитных семян картофеля. Кроме того, пообещал помочь решить вопрос с отсутствием хранилища для урожая. Примерно еще полкилометра в сторону Троицкого можно заметить сад Амирхана, раскинутый на 80 гектарах. 30 из них отведено для груши с названием «Зимний киргиз». Остальная площадь сельхозугодий для таких сортов яблок, как Моди и Флорина. Далее представители Министерства сельского хозяйства направляются в сад-гигант, где рекордных показателей уже второй год добиваются агрономы. Более 50 тысяч тонн яблок при урожайности 680 центнеров с гектара. Полностью чисто, сад проверили. Никаких болезней, ни парша, ничего нет. Рекордного результата добились и в черешневом саду. Так, здесь прогнозировали первый урожай плодов собрать около 3 тонн, а удалось 6,5. В общем, мы хотим 70 тонн с 4 гектаров. Уже скоро начнется сбор абрикоса и затем винограда. Его здесь выращивают 3 сортов на около 4 гектарах. Агрономы ожидают получить с 1 гектара до 40 тонн. А это оптово-распределительный центр. Сразу привлекает внимание наличие маркировки на упаковках. Рабочие метки есть. Каждый человек под своим кодом. Она становится, забивает свой код и сразу же под этим кодом стикер распечатывает. Вес езжу деньги. И она клеит, и автоматически робот считает и на него начисляет. А вот холодильный отсек, то есть камеры хранения. Температура в холодильном отсеке плюс 1,5 градуса оптимальная для этой продукции. У входа в каждый отсек информация о сорте содержимого, объема закладки, даты и количестве контейнеров. Представители Минсельхоза смогли понаблюдать и за работой автоматизированной механики. Адам Мережков, Джамалиев Султыгов, Новости 24.